أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Ассаламу алейкум рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Хорошего дня, хорошего настроения, дорогие мои, любимые братья и сестры. Рады приветствовать вас в духовном центре имени пророка Исы, алейхиссалям, в мечети имени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Месте, которое уже становится и стало жемчужиной Дагестана, месте, которое объединяет и сплачивает сердца людей. Народной стройки. Дай Аллах, чтобы каждая буква из прочитанных аятов Священного Корана стала причиной особой милости Всевышнего по отношению к нашему маджлису, по отношению к каждому из нас. Чтобы оно дошло особым вознаграждением до наших
родных и близких, и тех людей, которых мы потеряли. Дай Аллах, чтобы особая милость была проявлена как к нашему маджлису, к нам, к нашей республике, к Дагестану и к нашей стране. Друзья мои, духовный центр имени пророка Исы, мечеть имени пророка Мухаммада. Есть сегодня люди, которые впервые находятся здесь. Поднимите, пожалуйста, руку. Меня радует на каждом мероприятии, котором я спрашиваю, меня радует, что не так много мужчин, которые поднимают руку. И очень радует то, что сестры поднимают руку, они впервые находятся здесь. Вот это все, весь этот духовный центр построен для вас, чтобы вы могли приходить сюда, чтобы вы могли гулять со своими деточками, со своими мужьями, со своими внуками, братьями и сестрами, со своими родными и близкими, здесь по парку ходить, наслаждаться, дышать и радоваться. И время от времени заходить в эту мечеть богослужением заниматься. Все это для вас и ради вас. Сегодня у нас довольно насыщенная программа. Послушаем нашиды, послушаем наших представителей от правительства, депутатский корпус, ученых-богословов. Послушаем нашиды. Сегодня будет розыгрыш путевки на Малый Хадж. Особенно меня порадовало то, что я сюда пришел и меня привлекли в качестве ведущего. Первый раз мне сегодня купон дали, чтобы я участвовал в этом розыгрыше путевки на хадж. До этого как-то, а сегодня уважение сделали. Поэтому, какое бы мероприятие ни было, всегда буду к вам приходить. Иншаллах рахман. А пока хочу пригласить на сцену заместителя муфтия Республики Дагестан Шамиля Алиханова. Пожалуйста. Да, друзья мои, приветствуйте, смелее. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hürmetli стхайр вахар, hürmetli за играми лезги халк, в первую очередь ваш адрес хочу передать слова приветствия от муфтии нашей республики шейха Ахмада Афанди Абдуллаева. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Искренне поздравляю всех с наступившим месяцем Рамадан, месяц поклонения Всевышнему Аллаху, месяц милосердия, месяц милости. Дорогие братья и сестры, я безмерно рад сегодня присутствовать на таком значимом для всего лезгинского народа ифтаре. Вы все молодцы за то, что смогли найти время, чтобы прийти в эту прекрасную мечеть, поделиться друг с другом радостью Рамадана. Свежо еще в памяти, как в прошлом году, все мы вот таким же прекрасным образом собрались на маджлисе, на лезгинском маджлисе. И сегодня, проявляя свое единство и сплоченность, мы еще раз собрали по воле Аллаха и по милости Всевышнего Аллаха. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, в конце своего выступления я хочу попросить Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах, как сегодня всех нас собрал в этой прекрасной мечети, чтобы нас Аллах собрал с нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, джаннатуль фирдаус. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Баракаллах за внимание. Спасибо, Шамиль Хаджи. Да облегчит Всевышний наставление нашим ученым-богословам, а нам следование за ними. Друзья мои, практика вот таких ифтаров, шатров Рамадана, она у нас уже несколько лет существует, и вот эта площадка основная была в центральной джума мечети города Махачкала. В этом году самый первый шатер Рамадана на себя взял глава Республики Дагестан Меликов Сергей Алимович. И в этом смысле, вы знаете, это определенные сигналы и посылы всем, как человек себя позиционирует и как он собирается выстраивать отношения в республике. Приятно, когда
вы знаете, я обратил внимание, когда Сергей Алимович встречался с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, он буквально 2 слова сказал, ну там пару предложений сказал о роли муфтията вот в период пандемии и вообще ту роль, которую играет муфтият сейчас в республике. Казалось бы, ну что там, 2 предложения, но тысячи людей выставили это у себя в статусах, у тысяч людей сердца, ну я не знаю, порадовались. Хвала Всевышнему, то, что есть понимание у наших людей в высоких кабинетах, что эту работу мы можем сделать только вместе, и мы можем ее сделать лучше. Сегодня с нами зампредседателя правительства именно в Зауре, я хочу пригласить его к микрофону. Пожалуйста, поприветствуем. Ассаламу алейкум, дорогие мои братья и сестры. С превеликим удовольствием сегодня принимаю участие в ифтаре лезгинского народа. От всего правительства Республики Дагестан, от себя лично, позвольте поздравить вас с наступлением священного месяца Рамадан. Хотел бы слова благодарности выразить организаторам сегодняшнего мероприятия. Знакомство с многими из них переросло в дружбу. Я очень дорожу дружбой с этими удивительными людьми, обладающими лучшими человеческими качествами и достойным нравом. Дорогие друзья, каждому из вас я бы хотел выразить сегодня слова благодарности за то, что вы, оставив свои дела, преодолели десятки, а то и сотни километров для того, чтобы принять участие в сегодняшнем богоугодном мероприятии. Стоя здесь, я хочу попросить Всевышнего здоровья вам и вашим близким, чтобы дети ваши росли счастливыми и был достойным ваш жизненный путь. А нашей славной республике в составе Великой России хочу пожелать мира и благоденствия. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вы знаете, пусть на меня не обижаются наши чиновники и госслужащие, но этот министр опередил многих. В лучшем смысле этого слова. Энрик Селимовича я чаще вижу на подобного рода мероприятиях, не в обиду другим сказано, но человека, поддерживающего и находящегося рядом. Поэтому давайте его тоже особенно поприветствуем, и ему приглашаю к микрофону. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Поздравляю всех с 10-м днем священного месяца Рамадан. На самом деле душа радуется тому, что сегодня столько народу собралось на ифтар лезгинского народа. И люди все пребывают и пребывают. Священный месяц Рамадан – это особенный месяц. И не только потому, что мы ограничиваем себя в еде и питье. Это месяц особых дел. Мы по-особенному смотрим на те деяния, которые мы делаем. Мы становимся более милосерднее. Мы хотим как больше сделать добрых дел, благих деяний. Ведь в этот месяц закрываются врата ада, открываются врата рая, и шайтан прицепляется к цепи. Поэтому этот месяц еще и месяц нашей борьбы с нашим навсом. Мы, как обычно, не можем в этот месяц сказать, что нас шайтан попутал, ведь он на цепи. Поэтому, исходя из этого, в нашей республике с каждым годом все больше и больше людей, которые совершают благие деяния. Вы сами это видите в каждом районе, в каждом городе, в каждом ауле, как у нас раздают еду и воду. Нигде, ни в одном субъекте такого нет. Месяц Рамадан объединяет, но это один из немногих таких маджлисов,
который поощряется, проведение которого по национальному признаку, как, допустим, диктанты на родных языках. Это не потому, чтобы разойтись по национальным квартирам, а для того, чтобы по национальностям ради Всевышнего Аллаха объединяться. Наши дагестанцы, Магомед Расул правильно сказал, Сергей Алимович и первый ифтар сделал, и президенту России сказал о том, что делали во время пандемии мусульмане Дагестана, показав тем самым, подчеркнув роль мусульман нашей республики, роль нашего шейха Ахмада Фанди. И это было не только в 2020-2021 годах. Сегодня у нас продолжается проведение специальной военной операции. И очень много людей буквально ежедневно собирают гуманитарную помощь в республике для того, чтобы направить на Донбасс, для того, чтобы помочь беженцам, для того, чтобы поддержать военнослужащих. Я на ифтар сегодняшний приехал с Красноармейска, где полным-полно собраны посылки от матерей Дагестана для того, чтобы направить военнослужащим. Это тоже похвально, потому что они только просят машины, чтобы только отправлять. Не успевают, уже людям говорят, не несите все это. Это тоже подчеркивает наше отношение к людям, к чужому горю. И тем более в священный месяц Рамадан, который поощряет оказание помощи всем нуждающимся. Я еще раз хочу поздравить вас с сегодняшним днем, сегодняшним месяцем, а для того, чтобы вообще, чтобы не подумали только, мы по-русски говорим, несколько слов хочу сказать на лезгинском. Көз қани свар мубарак қой, hürmetli лезги халық. Қой, Аллахтың реке, қысан қолахар извая борчарада, хар Иисус гзав құрай. Аллахтың туар кеваз, дұхер извая бор, маса инсан рез күмех керек савай, күмех гузвая бор, арту құрай. Қой, күн вери, дженнетті заватрай, дженнеттің қапыяр, ачух құрай. Аллах ты күн вери құрай, сарай, чи джемят, сарай, чи инсанар, сарай мусульманар. Спасибо всем. مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري فرصة ألقى كتابا ذاق هجري فيه ألقى نور دنياي وقبري قد عزمت الآن أن أروي
واقرأوا القرآن في ليالي وفجر إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. وسط ليل ذو سكون فاض نهري بدموع من فؤادي مل جوري قمت أدعو في الصلاة ظلم قهري واثق بالعفو يا ربي وأدري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري واثق بالعفو يا ربي وأدري. Заур Салихов. Давайте еще раз поаплодируем, чтобы ему приятнее было. Выходи следующий. Вот замечательно. Слушайте, друзья мои, я люблю читать, и в частности, вот один из моих любимых авторов, это Лев Николаевич Толстой. У него есть произведение «Воскресенье» называется. О человеке, который поменял свою жизнь практически в одночасье. И там по факту, если говорить вкратце, о таубу, о покаянии человека. Так вот я к чему. Там был один персонаж, описывая его, он говорил, что этот человек пришел на богослужение в храм. И если бы его спросили, почему надо верить в Бога, во Всевышнего, он бы сказал, как-то так, потому что надо. Понимания религии у него нет. И, к великому сожалению, очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас вот именно понимания религии нет. Поклоняемся, потому что надо поклоняться. Но смысл же есть во всем поклонении у нас есть смысл. Я хочу привести пример из своей жизни. Много лет назад, когда я только начинал делать намаз,
До тех пор, пока в муфтияте не были открыты отдел даавата, отдел пропаганды ислама, я делал, делая омовение, я его начинал делать с рук, на обязательное омовение намерение делал именно с рук. До тех пор, пока мне там ученые и богословы не подсказали, что намерение на фарз омовения по шафиитскому мазхабу начинается с лица. Вы знаете, я мог бы много лет делать намаз и думать, что у меня все нормально, если бы мне вовремя ученые и богословы не подсказали бы. Хвала Всевышнему, что они у нас есть. Хвала Всевышнему, что у нас есть к кому подойти и узнать, как правильно сделать намаз, как правильно совершать посты, что его нарушает, что его не нарушает. И сейчас количество ученых богословов, алхамдулилля, хвала Всевышнему, очень много их. Это люди, которые потратили годы своей жизни на изучение наук, и не дай Аллах нам обмануться возрастом этих молодых ребят. Мы, к сожалению, сегодня, приходя в мечеть и видя там молодого имама или ученого богослова, алима, мы считаем необходимым ему что-то сказать. При этом, когда к врачу, к стоматологу приходим, мы рот на замке держим, мы ему не говорим, как лечение проводить. К хирургу приходим то же самое, но когда мы приходим к имаму в мечеть, мы обязательно что-то должны ему сказать. Как он должен правильно сделать эту работу? Хвала Всевышнему, они тоже открыты к этому диалогу. Но давайте это делать красиво. Хочу пригласить на сцену человеку, для которого Юждак стал, скажем так, второй родиной. Для кого лезгинский стал вторым родным языком. Для кого лезгинский народ стал любимым, как и для меня, которого также попал. Шамиль Амаров, пожалуйста, дорогой мой. Человек, который родом из Тляраты, но лезгинский язык, я думаю, он вас научит. Многих на лезгинском научит говорить лучше, чем те люди, которые являются носителями этого языка. Хикава, Шамиль, салам алейкум. Как шукур. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассалам аля расулихи Мухаммад. Ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Инал Мухаммад Расул схадил хайвал. Сақагав лезгидал хун сифте. Хурметлу схайр ва хар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Qeninchi majlis satir Allah de qabul ray. Ine zuhen wa qadamar jannati zuheda burkuray Allah. Genen artuxku chi xalq ихничкада жидавал. Hürmet divdi, xatur divdi. Allah rike olsun. Allah da hüraya üre cemaat. Allahu Akbar. Хорошо, что Мухаммад Расул сегодня затронул тему лезгинского народа, как один из представителей этого народа. Почему так говорю? Есть тут люди, которым меньше 23 лет, есть молодые, которым нет 23 года еще. Поднимите руки, пожалуйста. Ползала. Так вот, я старше по лезгинству, чем вы, потому что я уже 23 года среди лезгин, поэтому о лезгинах могу говорить как о своем личном народе. И буду говорить, иншаллах, сегодня. Я вот человек, немного интересующийся историей. Я люблю историю изучать. И люблю слушать людей, которые знают эту историю, с их уст слышат об истории. И когда об истории лезгинского народа я начал изучать, о лезгинском народе мне говорят, чем ныне живущие живые люди, о лезгинском народе мне говорят некоторые другие вещи. Не те люди, которые сейчас живут, они тоже говорят, но больше, чем они о лезгинском народе, мне говорят некоторые другие вещи. Первое, со мной разговаривают камни. Буквалистов, надеюсь, среди нас нету.
Камни, безмолвные камни. Какие камни? Надгробные камни. На надгробных камнях в лезгинских селах я нахожу такие узоры, такую вязь арабскую, которую среди нас ни один, наверное, не сможет сегодня на листке нарисовать. В каждом лезгинском селе я нахожу вот эти камни надгробные. И эти камни мне говорят, тот, кто смог высечь вот этот узор на этих камнях такой красивой вязью, значит, вот эта вера у них была высечена на сердцах тоже. Если бы у них на сердцах вот эта вера не была бы высечена, они настолько красиво на камнях это не высекали бы. У них духа не хватило бы, силы и умения не хватило бы. О вере, о богобоязненности, о знаниях этого народа, вот эти камни мне говорят. Что же я нахожу написанным на этих камнях? В первую очередь слова единобожия «Ла илляха илляллах Мухаммадур Расулуллах». И эти камни через столетия мне напоминают о моей вере. Тот, кто их написал, тот, кто подсказал, и тот, кто там лежит, над которым этот камень. Также я нахожу на этих камнях написанными «Кад иртахаля мин дарил фанаи иля дарил бака». Воистину переселился из мира бренного, ничтожного, уходящего мира, переселился из этого мира, переселился в мир вечный, такой-то сын такого-то. И через столетия мне этот камень напоминает, что этот мир бренный, что не стоит настолько увлекаться этим миром и забывать об ахирате. Пусть у нас будут здесь дворцы и машины, одежда, еда, никто не против. Но в то же время, чтобы мы не забывали, все-таки он бренный. Чуть-чуть для ахирата, чтобы мы готовились. Говорят эти камни о знаниях, о вере, о богобоязненности, как мы сказали. И говоря о лезгинском народе, нужно сказать, что это народ, который стал мостом для принятия ислама всей России. Начало принятия ислама было в Дагестане, а в Дагестане именно с Южного Дагестана, откуда родом мой любимый лезгинский народ. Предки ваши, наши предки были из числа табиинов. Эти люди, которые приняли веру от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда новоявленные, модные, импортные, непонятные люди, когда приходят и говорят нам о нашей религии, не допускайте этих людей вперед. Скажите, мои предки были из числа табиинов. Это люди, которые жили в эпоху после сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они учились у самих сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это нельзя забывать. И сегодня вот та вершина, которая была достигнута этим народом, сегодня пора туда возвращаться. Проснитесь, лезгины, иные настали времена, говорил классик. Пришло время уже очнуться. Не смотреть на эту религию, как будто ее соседи, аварцы нам ее толкают с Тляртинского района. Это вашего народа религия, мы ее оттуда взяли, от этого народа. Не надо ее как будто из соседнего дома, как будто нам что-то иное преподносят. Эти лезгины обучали весь Кавказ и всю Россию исламу. Сегодня пора нам уже на эту вершину обратно подниматься с хайр. Вахар Нигалаз. Аялар Виледар Нигалаз. Пришло уже время. И это надо делать не вопреки другим народам, не против других народов, не для зависти других народов, а ради Всевышнего Аллаха. Наш духовный наставник муфти Ахмад Афанди вот здесь много раз об этом говорил, что мы должны делать доброе не против кого-то, не для того, чтобы у кого-то зависть вызывать, не возвыситься над кем-то. Нет, только ради Аллаха. Вот это время пришло. Далее Стхаярухар. Со мной разговаривают не только камни, со мной разговаривают мечети, старинные мечети в старинных селах лезгинских, в которых я люблю побывать. Брошенные, заброшенные села нету, наверное, по крайней мере, в Курахском районе, который я не посетил. Эти мечети, архитектура, красота этих мечетей, их величина,
тот дух, который, когда туда заходишь, хоть развалины, ты туда внутрь заходишь, этот дух, вот в старину ты просто переселяешься вот в ту эпоху, в которой жили эти люди, которые воздвигли эти мечети. И ведь также со мной говорят на камни, на которых написана история определенного дома. На одном таком доме было написано всего лишь 2-3 комнаты маленькие, и на этом камне написано: я такой большой дом построил, говорит, не из-за высокомерия, а этот дом я построил, говорит, чтобы было удобнее встречать гостей. 3 комнаты всего лишь. И он так, оправдываясь, как бы пишет камень и вмонтировал в стену. Вы уже извините, что большой дом, это для удобства гостей я построил. Вот культура этого народа. Далее со мной разговаривают книги, старинные книги, в которых я люблю копаться. Очень много интересного нахожу. Буквально одну историю, в которой представитель одного лезгинского села украл у другого села коней, лошади, да, чунюхному балканар. И что происходит? Этот представитель этого джамаата пишет представителям того джамаата. Наши бы сказали, на разборке поехали бы с пистолетами, там, с этими стволами, как у нас сегодня принято. Если джип украли бы, это сегодня джип, по тем временам хороший конь, это сегодня джип украли. Они пишут: уважаемые, такой язык дипломатии. Пишут: вы славитесь тем-то, вы такие, вы сякие, вы такие хорошие, и все такое идет. Насихат, и в конце говорит: ну один представитель вашего джамаата украл, говорит, лошадь из нашего джамаата. И по шариату, и по справедливости это нужно вернуть. Вот такое уважение, ктулвал, нежность, уважение друг к другу. Вот это тоже я нахожу в этом народе, это тоже нужно восстановить. И сегодня нужно, чтобы говорили, братья и сестры, чтобы вы говорили. Не только камни, книги, мечети, что вы говорили, чтобы народ говорил, живой, говорил тем, что он будет соблюдать религию Аллаха, следовать законам Всевышнего Аллаха и продвигаться вперед. Для этого у нас есть все возможности, вот такие условия создаются нам, нашими духовными лидерами. Говоря о духовном лидере нашей республики, одно слово скажу, чтобы понимание четкое у нас было. Скажу то, что я видел своими глазами, слышал своими ушами, и то, что я почувствовал на своей этой шкуре, скажем так. Духовный лидер Дагестана, если некоторые думают, что он к лезгинскому народу, как он относится и каково его отношение, я вот через себя вам расскажу. С 92 по 99 год мы обучались в Исламском университете. Ректором этого университета был шейх Ахмад Афанди. На то время он муфтием Дагестана еще не был. Я был в той группе последние несколько лет, которую он, кроме того, что был ректором, он был еще куратором, руководителем нашей группы. Несколько лет последних. И в конце года, когда год остался до завершения учебы, его назначили муфтием. Наступил 99 год. Кто помнит 99 год? Какие были события? Какое тяжелое было время? И он приехал к нам однажды и сказал: я, говорит, хочу, вот эти люди, которых он несколько лет обучал, я, говорит, хочу, чтобы вы были рядом со мной. Вот здесь, чтобы вы были. Самые преданные же ему люди, получается, которых он несколько лет обучал. Рядом, которые самые близкие. Он кормил нас, продавая свое имущество, тратил на нас свое время, как своих детей растил. В том числе я вот один из них. И вот он что сделал? 99 год, когда полчища бандитов напали на Дагестан, он нуждался больше всех в нашей поддержке. Он всю нашу группу отправил куда? В Южный Дагестан, в частности к лезгинам. Вот отношение муфти Дагестана к народам Южного Дагестана в общем и к лезгинам в частности. Пусть Аллах хранит этих людей. Это прямые потомки, скажем так, по духовной цепи шейха Мухаммада Иракского, Куддиса Сирруху. Нельзя думать, что тот путь, который прошел Мухаммад Иракский, он прошел понапрасну. Эти знания явные и тайные, они остались. И во главе этих ученых, которые имеют эти знания, стоит наш шейх муфти Ахмад Афанди. Да хранит всех их Аллах вместе с нами со всеми. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Друзья мои, с нами сегодня находятся самые разные люди. Я и говорил, и госслужащие, депутатский корпус, именитые спортсмены,
Самые разные люди, ученые и богословы, простые работяги, самые разные люди. Но вы знаете, я не могу из уважения к этому мастодонту в телевидении, представителю, депутату Народного собрания, Лиману Али Палатову, пожалуйста, на сцену несколько слов приветственных к нашей аудитории из ваших уст, уважаемые. Давайте поприветствуем. Он хотел остаться в тени, но... Дорогие братья, дорогие сестры, уважаемый родной лезгинский народ, я приятно поражен тому, что я вижу столько мужественных своих земляков. Очень важно, чтобы каждый из нас был патриотом, патриотом своей семьи, своего тухума, своего рода, своего района, республики и всей Российской Федерации. Я посмотрел то, о чем говорил наш муфтий. Муфтий Республики Дагестан. Он скромно, однозначно сказал о том, что является одним из 10 патриотов Великой России. Я не знаю, сколько нас сегодня, но я знаю одно, что каждый из нас – это великий патриот родной дагестанской земли. Я уверен в том, что вместе с вами мы преодолеем все препятствия, которые встречаем на своем жизненном пути. Всем вам желаю здоровья, удачи, благополучия, и пусть наши встречи будут по приятным, радостным событиям. Но если мы встретим нерадостные события, мы должны быть, естественно, вместе, однозначно, беречь друг друга, быть солидарными и идти вперед к удаче. Спасибо вам за внимание. Единственное, что я могу сказать, аминь. Аминь, аминь, аминь. Друзья мои, с нами сегодня и именитые спортсмены. Давайте пригласим их на сцену. Кто-то захотел опять-таки остаться в тени, кого-то все-таки давайте пригласим на сцену. Шафидин Аллахвердиев здесь. Шамиль Рахманов, говорят, имамом тоже работает, чемпион мира по греплингу. Есть чемпион мира Эльдар Гасанов, Тамерлан Сардаров, чемпион мира. Хабиб Аллахвердиев здесь. Также Альберт Селимов. Ребят, давайте, выходите. Несколько слов из уст ваших. Смелее, смелее. Они обычно на ринг смелее выходят, чем на к микрофону. Для них это отдельное испытание бывает, для спортсменов наших. Давайте поприветствуем. Ну, выберите кого-то, кто скажет. Либо... Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, сестры, очень приятно видеть столько своих земляков. Хочу поблагодарить каждого, кто имеет отношение к этому, кто помогал здесь собрать столы женщинам, мужчинам. Пусть Аллах воздаст вам благом. Пусть этот Рамадан послужит для нас укреплением наших сердец, очищением. Пусть Аллах дарует нам всем прощение. Желаю вам всем блага. Пусть Аллах благословит вас всех, ваши семьи. Аминь. Assalomu alaykum. Hurmatli zilizga xalq, zerikkan Said Qadaza ko'z muborak suva Ramazon duosi.
Virdi Ulik Rikewa Mradra Queen Gara Queen Sara Sakhoy Chosol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarak Kuray, aziz ti Ramazan diwarz. Allah ti qabul urachna quna sver guza iftarar. Mubarak Kuray chaz chi lizgi iftar majlis. Allah Teala de chu genan gizaf ikti majlis ral qota ura amiya Allah. Allah ti şükür ku meclis ar sebep kana chun sat Kuray. Allah Teala de Kur'an'da huzu bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كن الله تدين كن قنا كن چراج ميرا الله تلوزو كن صدقوكا چچير خنا كاندا كي چون چرايز الاقنا انسان روده ان الله تي كلام الله تي صدقوك لهنا غف چريكلا алудун патала الاقنا اوده انسان روده ancak çu gavur da quna Allah ti çaz emir ganadi واعتصموا emir بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كن رجمرا والله تعالى دي قرآن دي إدلا غغن يزلوزكي كنرك الخوش الله تكوز نعمات كيزغانا كن دشمن artır luzu Müslüman arca da aldı köz Allah de din İslam guda aldı kün düşman artır ancak Allahu Teala de köz sadavuna ve kün luzu Allah de rehim daldı istkaya arkana Allah de şükür kuçun istkaya ya Allahu Teala Kur'an'da luzu ki innemel mu'minuna ihva Müslümanlar istkaya luzu Allah te şükür kuçun istkaya Allah te şükür kuçun sad iza qolakhar atsanava çun viri de çina viri de luzu ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah sattirdi Muhammed peygamber haktır çun viri gazva teksa Allah tez ibadet havunak azadi viri gazva Allah te şükür koy ancak jede insanlar ona topik ete quna ona qochmasa qunalu chun charayz kanzabor abur qoyd laha sualar ya an qolakhri arada hemisha alimri aradan galaz tafawat kanadya chun ans qolakhriz kiligna charakhana kandacha ve Allah te şükür koy chaz chun saç alalnera khazo iman saç ekhi nimati Allah te chazgana chi millet virit satsadan gavurda qazo Allah te şükür koy, mübarek uray, Allah te kabul uray, Allahu Teala de çun din İslam dalki uray, amin Allah. Спасибо, ребята, пусть Аллах примет, пусть Аллах будет доволен за то, что поддержали. Успехов вам, тем, кто еще в спорте, успехов дальнейших и дай Аллах, чтобы были такими хорошими ориентирами для наших молодых людей. Друзья мои, я хочу вам небольшой лайфхак дать, маленькую подсказку. Я сейчас работаю в пресс-службе благотворительного фонда «Инсан». Здесь, наверное, нету человека, который не знает, какая самая дорогая ночь в месяце Рамадан. Какая самая дорогая ночь в месяце Рамадан? Лейлятуль Кадр. У меня есть такое предложение, которое мы сейчас довольно активно, скажем так, предлагаем присоединиться к марафону Садака каждый день через приложение благотворительного фонда «Инсан». У каждого из нас есть вот такой смартфон. В этих смартфонах вы можете на платформе iOS и Google Play скачать приложение благотворительного фонда «Инсан» и помогать в режиме онлайн, привязав карту Сбербанка, помогать делать небольшие платежи, помогать по самым разным программам, которые предлагает благотворительный фонд «Инсан». Это программа «Я опекун», где опекают детей-сирот. Это медицинские программы, где оказывают помощь онкологически больным детям, тем людям, которые нуждаются, тем людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Если вы хотите присоединиться к шатру Рамадана, накормить постящихся, вы можете помочь в приложении, отправив небольшую сумму на шатер Рамадана. Кстати, хочу сказать, что ваш земляк Мурад Алискеров совместно с благотворительным фондом «Инсан» сегодня запустили акцию покупку 30 колясок для ДЦПшных детей. Вы можете участвовать в этой акции, отправив небольшой платеж. Я это делаю.
каждый вечер после таравих намаза. Почему? Я для себя выбрал сумму 50 рублей. Эта сумма меня не напрягает. Она небольшая, но когда таких, как я, по 50 рублей, по 10, по 20 рублей, тысячами отправлять, там будут колоссальные суммы собираться, серьезные суммы. Более того, я сразу хочу сказать, вот сегодня цифры, которые озвучивает инсан, даже если в 3, в 4 и в 5 раз увеличить, мы все равно не покроем всех тех нужд, тех проблем, с которыми сталкиваются сегодня нуждающиеся люди. Более того, очень и очень рекомендую как-нибудь, даже если сами не хотите взять, возьмите продуктовый набор и поучаствуйте в акции «Продукты в каждый дом» от благотворительного фонда «Инсан». Вам там дадут этот набор продуктов. Просто пойдите и посмотрите на этих нуждающихся людей. У вас серьезные изменения в сердце будут. А пока еще раз говорю, каждый вечер после таравих намаза небольшую сумму отправляйте в благотворительный фонд, и вы 100% не упустите вознаграждение ночи Лейлятуль Кадр. Спросите у алимов, если мне не верите. Кстати, еще одно объявление хочу сделать. Сейчас Муфтият Республики Дагестан проводит большой конкурс по книге Сайфулла Кади Башларова о его жизнедеятельности. Призовой фонд там за первое место 1 000 000 рублей. Поэтому, друзья мои, есть серьезная мотивация участвовать в этом конкурсе. Книгу эту вы можете здесь на выходе посмотреть. Там же вы можете посмотреть книги для деточек, что-то взять. Сейчас, наверное, приглашу Заура Салихова к микрофону. И, ребята, после Заура Салихова давайте проведем розыгрыш. Если вы купоны принесете, мы проведем розыгрыш и дадим слово уже полномочному представителю, чтобы до азана успеть. Итак, Заур Салихов, встречаем. Велик нур дается ночни, Hich Allah di khalqa nachni, Haqiqa di qyaga nachni, Viler layda gata nachni. Велик нур дается ночни, Hich Allah di khalqa nachni, Haqiqa di qyaga nachni, Viler layda gata nachni. Ya ilahi anta rabbi, anta رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين Was azandin wan khanachni kapchirdai kas jaganachni miskindin qena konachni won hich fikir di qonachni Was azandin wan khanachni kapchirdai kas jaganachni miskindin qena konachni won hich fikir di qonachni Ya ilahi anta rabbi anta رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين Surar fahu начни, без кунера лас видачни, ах пашел халге жедачни, хисаб чети напаздачни. Сурар фаху начни, без кунера лас видачни, ах пашел халге жедачни, хисаб чети напаздачни. Я илахи анта rabbi, anta رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت
رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين Allah diz ya virhayan Kamirna vunsa pahlifan Reqemaz ümürdin karvan Tubayana ey musulman Allah diz ya virhayan Kamirna vunsa pahlifan Reqemaz ümürdin karvan Tubayana ey musulman Ya ilahi ente Rabbi ente رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين Так, друзья мои, ну что, один из самых трепетных моментов нашего сегодняшнего вечера. Розыгрыш подарков и главного приза путевки на Малый Хадж. Я предлагаю волонтерам этот стол сюда перенести чуть ближе. Купоны получили? Замечательно. Подарков ждете? Просто у вас здесь несколько тысяч, а путевка одна. Так, ну что? Ну что? Начнем, наверное, с маленьких подарков. Давайте чайничек. Итак, мы тебе слово не предоставили, идем сюда. Вытаскивай. Давай. Да можно так, Харин. Номерочки у себя оставьте. Эти же, смотрите, чтобы было понятно. Некоторые думают, что я забыл. Дубликаты, вот вам раздали купоны. Эти же самые номера сюда заброшены. Мы же должны как-то понять, что вы выиграли. Вот этот купончик здесь тоже есть. Так что ждите. Итак, чайник. Ну, вытаскивай. Вас сколько сюда пришло? 11 849. У кого номер? 11 849. 11 849. Есть у кого номер? Есть? Вижу, там кто-то встрепенулся там. Так, давайте, 11 849, 11 849 номер. Где? Не вижу. Нету. Так, друзья мои, так есть или нет? Омовение пошел делать, профукал свое счастье. Чайник промыл только что. Уверены, что нету? Переигрываем? Так, все, давайте. Вытаскивай. $33.07. 33.07. 33.07. У кого номер? Где? 33.07. У кого? Есть? Как нету? Вы что, ребята, я волнуюсь. Где? Есть! Есть! Он не верил своему счастью.
смотрел на купол, потом опять меня... 3307, идем сюда, дорогой мой друг. Идем сюда, мой дорогой мой друг. Покажи купон. Идем быстрее, быстрее. Салам алейкум, рахматуллах. 3307, идем, забери этот чайник. Мы же волнуемся, за тебя переживаем. Юждак, слушай. Так, вы чем занимаетесь? Кафель, строитель. Замечательно, очень хорошо вытаскиваете купон. Вас уже не беспокоим. Вытаскивайте следующий купон. Утюг. Кому-то утюг. Так, 33.0, это забери. Это твое. Это уже не участвует. Смотри на него. Так. Вытаскивайте, пожалуйста, номерочек. Так, один купончик. Какой? Верхний. Верхний, так? 26-20. 26-20. У кого номерок? 26-20. 26-20. Есть? Есть. 26-20. У кого? 26-20. Посмотрите хорошенько. Надо свой тоже проверить. 26-20. Где? Есть? Хучмар, дорогой, ты утюг. Поздравляем. Идем сюда. Вам спасибо. Вам спасибо. Хозяйка обрадуется. Забирай номерочки. Так, азан. Сказали, время азана наступило. Вы меня не слушаете, не ждите вообще. 2 минуты есть. Хусейн, после азана, смотрите, давайте так. После азана никто никуда не торопится. Спокойно отпускаем уразу. Кушаем. После того, как покушаем, полномочный представитель тоже скажет несколько слов, посмотрим ролик, и после этого люди пойдут совершать намаз. Договорились? Все вместе мы не поместимся там, намаз делать и все. Имамы нас не оставят, чтобы мы не сделали намаз. Поэтому не торопитесь, все здесь предусмотрено, учтено и так далее. Так, Хучбар, вытаскивай еще один номерок. Хотя бы объявим. Меня не ждите, если время азана пришло, сразу азан пускай звучит. Пришло время? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Один номерок. Туда не смотреть, конечно. Так. Сейчас не тот случай, когда я ем, я глух и нем. Сейчас надо как раз слушать внимательно. Номер 3077. 3077. Посмотрите у себя номерки. 3077. Вы что, как-то локация у вас одна, да, здесь, с этой стороны все выходите? Салам алейкум, дорогой. Вас как зовут? Эльдар. Чем занимаетесь? Разным всяким. Очень по-дагестански. Так, тостер ваш. Секунду. Сейчас, когда уже вот настроение есть, покушал, приз получил, давай вытаскивай. Давай обрадуйте кого-нибудь еще. Смотри, не отдает тостер. Один номерок. Номер 1212. Пылесос. Вам баркала. Пылесос. 1212. Есть? Ой, наконец-то сестра выиграла наша какая-то. И как раз пылесос. И как раз пылесос. Идемте сюда, идемте сюда, идемте сюда.
Уважаемая, добрый вечер. Пусть Аллах примет наши посты у всех. Вас как зовут? Очень приятно. Идемте, я вам пылесос вручу. Как вам наше сегодняшнее мероприятие? Очень вот красивый, хороший, Особенно пылесос, когда получили, вообще хороший стал оно, по-моему. Как считаете? Это мне. Пылесос был у вас? А? Пылесос был? Да. Зачем вам еще один? Мне это... А, уже определили кому. Да, все понятно. Да, я возьму, говорит, он тяжелый, я волонтера отправлю. А вы мне пока вытащите еще один купончик, пожалуйста. Вытаскивайте. Каким кататься? Смотри. Ой, как вот? 7,65. 27,65. Волонтеры, помогите пылесос донести. Он немножечко тяжелый. Не тяжелый, говорит, я сама заберу. Далеко не, пускай он, да, наблюдайте, он куда вы... Так, 27,65. Кухонный комбайн. 27,65. 27,65. Есть? 27,65. Друзья мои, ну же, там кто-то бежит навстречу своему счастью, нет? 27,65. Есть? Как нету? Неужели? 27,65. Есть? Там вроде куда-то показывают. Есть? Машаллах, замечательно. Тоже наша сестра выиграла. Машаллах, очень хорошо. Поаплодируем. Да, представляете? Вас как зовут? Заира. Заира, чем занимаетесь? Я менеджер по продажам. Как удачно получилось, смотрите. Что продаете? Косметику. Косметику, замечательно. Пойдемте, я вам вручу ваш комбайн. И, друзья мои, кульминация сегодняшнего вечера. Так. Мероприятие понравилось? Да, Полезное? полезно. Еще приедете? Я здесь рядом живу. Стесняется наша сестра. Вам всего доброго. Я уже... Для того, чтобы вытащить путевку на Малый Хадж, я хочу пригласить человека, которому после передам микрофон как эстафету. Гаджиев Хусейн, полномочный представитель муфтията Республики Дагестан по Южному территориальному округу. Давайте, уважаемые, обрадуйте. Самый главный приз сегодняшнего вечера – путевка на Малый Хадж. Под ваши аплодисменты. Один купончик, если можно. Вы себе купончик получили? Нет. Точно? Да, точно. Хорошо. Подожди. Это открыто. Давайте хорошенько перемешаем. Ну, давайте. Бисмилля. Кто-то двойки будет радоваться сегодня. Вот в школе у кого есть двойка? У кого двойка есть в номерке? У вас есть надежда. А у кого восьмерка? И двойка. Восьмерка и двойка у кого? А у кого 892? 892.
Кто счастливчик? Вскинутая рука нашей сестры, которая приближается стремительно к своему счастью и к своему сертификату путевки на Малый хадж 22 года. Ва алейкум салам ва рахмат. 892, да. Вас как зовут, уважаемая? Сумая. Сумая, давайте несколько фотографий сделайте. Слушайте, какой дуа надо читать, чтобы в месяце Рамадан именно вам там, вот, я не знаю, кому вы там стол накрыли, кому садака сделали, какой-нибудь сон видели? У меня слов нет. Дай Аллах все, чтобы это то, что делаете, чтобы Аллах принял всех дуа. Я когда заходила, бисмиллахи рахман рахим, этот взяла талон, вот мой выиграла в этом. Я тоже бисмилля рахман рахим сказал, а он к вам пришел. Даже несколько раз сказал. Мне суждено было, наверное. Это точно. Мечтала об этом, всю жизнь мечтала. Вот это 10 тысяч человек тоже мечтают, я вас уверяю. Но ваше бисмилля сегодня было самым искренним. Всевышний Аллах именно вас выбрал. Алхамдулиллах. Вам огромное спасибо. Всего доброго. Вы обладательница путевки на Малый хадж. Проходите, волонтеры запишут ваше фамилия, имя. А я предлагаю послушать несколько слов приветственных от полномочного представителя Муфтията Республики Дагестан по Южному территориальному округу и приглашаю его все-таки пройти на сцену. Несколько слов от вас перед тем, как мы совершим намаз. Не торопитесь, намаз после этого будем делать. Пожалуйста. Бисмилля рахмани рахим. Альхамдулилля. Вассаляту вассаляму аля расулилля. Хурметлуст хаяр вахар. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В первую очередь хочу поздравить с этим месяцем Рамадан. Дай Аллаху Тааля, как сегодня мы здесь собрались, что Всевышний Аллах также нас объединил всегда, когда нам радостно, в трудности, в любой момент, чтобы мы могли вот так одним народом объединиться, как сегодня объединились в этой мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Много было сказано, долго не буду говорить, поскольку и время намаза наступает. Пусть Всевышний Аллах одарит каждого из нас раем, даст шафат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь предыдущие выступающие богословы много говорили о том, что в Южном Дагестане есть богатая история, есть алимы, есть сподвижники, похороненные в Дербенте. И это первое место, которое в России, в котором люди принимали ислам. Когда-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил нам своих сподвижников. Сегодня Всевышний Аллах одарил нас еще одной милостью. Еще одна новость есть прекрасная для жителей Южного Дагестана. Иншаллах, 22 числа, 22 апреля в Магарамкентский район, селение Ярак-Казмаляр, Всевышний Аллах дал нам такую возможность, прибудут реликвии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его частицы и реликвии сподвижников тоже, иншаллах. Когда-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к нам сподвижников, сегодня Всевышний Аллах отправляет к нам частицу пророка, алейхиссалату вассалям. Иншаллах, дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах принял все труды. Есть, конечно, люди, которые очень сильно переживают за этот народ. Это сегодня вы. Каждый человек, который пришел сюда. Особенно те братья, сестры, которые со вчерашней ночи вот здесь работали. Это не одного человека труд. На самом деле каждый старался, особенно наши сестры. Всех хочу поблагодарить. Всевышний Аллах обязательно вам воздаст. Обязательно за это мы получим вознаграждение на том свете. Мы же со своей стороны можем сказать вам огромное спасибо. Пусть Всевышний Аллах наделит самым лучшим. И как сегодня нас здесь собрал вместе, едино, дай Аллаху Тааля, чтобы Всевышний Аллах нас собрал тоже в судный день и под знаменем пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.